Друзья, всем привет! На календаре у нас 23 июля, рабочий день позади. У нас есть немножко времени, и побыть на реке и не половить рыбу, ну это, я считаю, преступление. В общем, попробуем половить рыбу, но это чуть-чуть позже. А первым делом, вот, прибыли мы на такое место, там Беломошник, куда мы уже раза два, наверное, ходили с разведкой, но ничего не нашли. Белых грибов еще не было. Очередная попытка. Посмотрим. Ливни были, тепло было. Я так думаю, что-нибудь да должно было вылезти. Или белые, или красноголовички. Но что-нибудь, я надеюсь, мы сегодня найдем. Потому что свежие грибы на жареху — это очень вкусно. Ну а потом уже половим немножко рыбки, попробуем, чтобы она свеженькая сохранилась, все домой, чтобы приехала. В общем, на часа 3-4 есть, и этим надо воспользоваться. Пошли. Вот такая вот, друзья, красота у нас открывается нашему взору. Река Печора с высоты птичьего полета. Фу. Ну что, здравствуй. Здравствуй, лес. Здравствуй, белый бор. Беломошник. Ну что, дашь нам? Нет грибочков сегодня. Грибочки, грибочки. Сегодня прошел дождик. В общем, почти каждый день идет дождь, а то и ливни. Грибница должна быть уже полностью пропитана влагой. Ну, должны уже быть первые грибы, но пока ничего не видим. Даже ни одной поганки. Возле деревни уже на лугах там грибы собирают давно уже. Говорят, очень червивые, потому что тепло было. Сегодня прохладненько. Так, что-то вроде я уже вижу. Что-то вроде бы я уже вижу. Вот, вижу, да, красноголовички. Ох ты, сегодня я без ножа даже. Есть, друзья, есть грибы. Это вот такие вот красноголовички, но они червивые. Вот он. В общем, начало есть. Так, а вот этот хороший. Так что и ножка вроде хорошая. Он первый гриб в этом сезоне. Красноголовик. И там вот еще заметил, тоже что-то было. Где-то здесь я два грибочка видел, вот они. Начало есть, это уже хорошо. Так, это у нас, ну, не червивый, но мягкий. Пока оставим. Надеюсь, что-нибудь мы сегодня еще найдем. И пока на такие большие шляпки внимание обращать не будем. Потому что если вижу красавчика, вижу, зачем нам брать шляпки, если вот есть вот такие вот друзья, красавцы. Я так считаю, вот такие шляпки нам не нужны. Будем вот таких крепышей собирать. Ну, это очень хорошо. Вот. Белых нет, зато красноголовички вон растут везде. Они уже выходили пораньше, видать, неделю назад, потому что он крупные шляпки уже. Вон, видно, что вот если первые два раза белый гриб, вот он боровик, белый гриб,
свинтуса пива пили, бутылки за собой не убрали. Так что и белый гриб уже есть, оказывается. И вон даже гнилые грибы есть. Грибы были. И грибы повыходили уже, оказывается, давным-давно. Когда мы здесь были последний раз? Где-то месяц назад, наверное, да, проверяли. Вот, оказывается, грибы уже выросли, растут. И это очень хорошо. Вот такая красота. Еще выше. Поднялись еще выше. Стало еще красивее. Вот курья, вот печора. Красотень. А вот здесь кто-то что-то сделал навес. Видать, ночевали, ставили палатку, что-то такое. Вон такой вот навес здесь был. Кто-то что-то вот такое вот придумал. Срубили деревья зачем-то. Ладно, пойдем искать грибы дальше. Так. Еще 3 гриба вижу. Вот этот опять. Красавчик. Он маленький какой. Он такой вот малышочек. И тут еще 2. О, гриб. В принципе, чистый, не червивый, но он крупный. Ножку возьмем. Ножку возьмем. Так. Наша полку прибыла. А вот и белый гриб. Вот и белый грибок. И довольно-таки крепкий. Вот такой вот красавец. Берем. Дома глянем потом, какой он. Ну, с виду крепкий. Это очень хорошо. Боровички появились. Почему-то он один только. Обычно их сразу растут, они семейками. Этот один. Может быть, уже кто-то пособирал. Вон еще что-то вижу. Красноголовик. Старый. Старый красноголовик. Так, идем дальше. Вот еще один крепышок. О, какой красивый. Какой красивый гриб. Этот старый. Все. Один. Нет, вот еще старенький. Все. Больше нет. А нет, вот еще что-то вижу. Вижу. Этот старый, а вот этот молодой. И не червивый. Жара у нас спала. Сейчас прохладненько стало. Не знаю, закончилось лето, не закончилось. Будут еще жаркие дни, нет. Но пока прохладненько стало после ливней. Так, иду по дороге, потому что недавно прошел дождь. Мох весь сырой, а я сегодня в берцах. Ноги уже напрочь промокли. И как бы заметил вот старый гриб один. Заметил дальше второй, третий. И вот по пути вот такой вот крепышок. Ну, мухи летают. На грибочки летают мухи. Берем дома, посмотрим.
Крепкий. С виду крепкий. Вот там 2. Вот 1, но они уже все, походу. Старички. Мягонькие старички, так что пусть растут дальше. Не так тоже много этих грибов-то получается. Они вырастали вот немного маленькими семейками. А так, чтобы вот как бывает то, что хоть коси. Такого нет. Так что еще все впереди получается. Но грибный сезон мы открыли. Грибов пособирали. И сегодня уже у нас будет картошечка с грибами. Свежатинка. В первый раз в этом году. Все, ноги сырые. Забыл побрызгаться антикомарином. Сожрали насекомые. Так что долго гулять не будем. Вот там вижу старый гриб. Где старый, значит там может быть есть и молодой. Долго ходить не буду. Разведка прошла. Грибы мы нашли. Как-нибудь всем семейством выедем. Пособираем. Ну а сегодня чисто так. Чисто на жареху. Вон 3 грибочка. 1 старый. И 2 молодых. Ну, как молодых? Не очень молодых. Так себе. Старый, походу. Старый. Еще 1 старый. Еще 1 старый. А, вот и молодой. Вот эти старые. А вон молодой крепышок. Вот такой вот красавчик. Этих старых. Ну, это, в принципе, нормальный, но не будем брать. Пока довезем до дома, он уже совсем будет выглядеть некрасиво. Поодиночке, поодиночке. Ну, потихонечку он, чуть не сказал, улов растет. Так что грибы мы сегодня пособирали. Если рыбки поймаем, еще будет хорошо. Рыбки немного. На жареху, если только и коту белому. Ну, как получится, посмотрим. Долго ловить точно до вечера не буду. Буквально пару часов и все. Хотя все зависит от того, будет ловиться, не будет. Если будет ловиться, то как удержаться. Будем ловить. Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь. А зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь. Ну вот, пожалуй, и хватит. Разведка боем прошла. Не сказать бы, что грибов много, но они есть. Повыходили. В общем, накидал. 1 белый гриб нашел хороший. И таких более-менее вот покидал. На сковородочку жареха будет. Поехали. Поехали теперь на речку. Комаров километр. Просто одолели, сожрали. Фу. О, красота. Сейчас прямо здесь отсюда начнем, толкнемся и вдоль травы сплавимся немножко, покидаем. По крайней мере, в прошлый раз с Алексеем мы здесь наловили вообще красиво, надергали. Дай бог. Такой же клев. Ведерочка, если подергаем. Ведерочка. Весьма скромное желание. Ну вот мы опять на реке. И первый заброс. Немножко дальше туда вообще-то надо было проехать. Ну ладно. Ветром потихонечку нас несет в нужном направлении. И в принципе рыба здесь тоже есть. Здесь, правда, вода немного грязная. Это курья так и называется. Нять курья. О, есть. Что в переводе по коми
сход. Есть. Нет. Есть поклевки, друзья. Есть. Это здорово. Стащили и брахвоста моего хулигана, окунярики. Видать, хапнули только за хвост. До крючка не дошли. Из-за этого и был сход. 2 раза брал окунь. Так, на чем мы остановились? Я говорю, вот есть. Блин. Нять курья в переводе с коми обозначает грязная курья. Здесь вода постоянно мутная, грязная, но рыба здесь живет. Но в основном ловим, когда уже вот на выходе с Печоры она соединяется, там вода уж потище. Зимой разик приходили здесь тоже, что, сколько, 6 или 8 окуней поймал с Иваном Григорьевичем, раз зимой были. А так зимой далековато, сюда обычно рыбачим где поближе к деревне там. Ну, поклевки мы уже увидели, это уже хорошо. Ну, пока по нолям. Рыба бьет, ну, видать, не так жадно, не глубоко заглатывает. По губам только провел и все. Так что поймать на жареху свежатинки. Если щучка будет, вообще хорошо. Коту. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Ты смотри, а поклевок-то нет. Вот так, день на день не приходится. Сначала вроде были там 2-3 поклевки. Потом вот уже сплавился сколько. Переехал на другой берег. Кидаю. И там, где мы с Лехой ловили, шикарных окуней одного за одним. Сейчас тишина. Вот так вот. Значит, они где-то в другом месте. Или пока не пришло время обеда ихнего. Рано еще. Ну, до вечера мы точно не будем сегодня. Пару штук хотя бы белому поймать, и то хорошо. Размечтался ведро, блин. Ага. Нифига. Сегодня не хочет. Не вижу смысла дальше кидать, экспериментировать что-то. Нет, таки нет, что их упрашивать. Попробуем на другом месте. Все, последний заброс. Мы зато здесь грибочков нашли немножко. И то хорошо. И на этом спасибо, нять курья. Все. Хорош. Хорош. Текс. Ну что, драндулетина, поехали. Друзья, приехали на новое место. Вот такой вот коряжник здесь. Раньше, ну как, по идее рыба должна быть. Вон мальки плавают. Есть малек, значит, по идее должен быть окунь. Но здесь очень много коряг. И вероятность, то, что мы здесь зацепимся и оставим крючок или джиголовку, очень большая, так что ну пробуем. Ладно. Здесь свал идет. И на этом свале бывает неплохо рыба стоит. Ну, окунь в основном. Бывает язь.
очень редко может попасться щука, но это редко. И здесь не хотят. Ладно, буквально минут 5, не больше. Вот еще одно новое место. Сейчас немножко сплавимся до устья ручья. И на устье ручья попробуем, потому что 3 дня назад мы там просто здорово потягали этого окуня. Будем пробовать. Ты смотри, и здесь не хотят. Бойкот устроили они сегодня. Ну-ну. Давай, давай. Кто-нибудь все равно голодный. Кто-то... Вот он, вот он, вот он, вот он. Давай. Мелкий окушок вот такой. Давай хоть ты белому. Белый тебя ждет. Ну вот и доплыли до ручья. Пока не... Поклевок пока не видел. Вся надежда на ручей. Ну. Ну, пока тихо. Вот так вот. Каждый день все по-разному. Ну вот, была поклевка, откусили. Не знаю, кто был. Скорее всего, окунь. Ладно. Что-нибудь другое поставим. И все-таки я его поймал. На 3-м месте уже он. Все-таки он клюнул. Первый полосатик. Ну, белому теперь не будет стыдно мне в глаза посмотреть. Пустыми руками я уже не приеду. Все, первый окушок. На ручье не поклевало, сплавился, не поклевало. Здесь вот добросов 10 на этом месте сделал. Тут типа дамбочки, тут свал, тут глубина, коряги. Ну, все то, что любит рыба. Первый есть. Вышло солнышко, распогодилось. Может, ближе к вечеру и поклюет. Ну что, друзья, выражение «и всегда коту масленица» — это как раз про сегодняшний день. 3 дня назад мы просто тягали рыбу. Вода, кстати, остановилась, не прибывает вроде как. Но, по крайней мере, не больше того уровня, что был. А поклевок нет. Вот в чем причина. Никто не знает. Еле-еле робкие поклевочки были. Вот, ну, сразу видно, то, что аппетита нет. Потому что он не хапает, а так пробует за кончик резинки. Сколько мы? Часа 3, наверное, уже как рыбачим. 1 окунь. Бывает и такое. Но от 0 ушли. Все равно одного, но поймали. Сейчас попью чаю. И поедем искать голодного окуня. В плане еще проверить одно место. Можно, в принципе, дождаться вечера, темноты. Но сегодня этого делать не буду, потому что сегодня суббота, банный день. Кое-что надо сделать по хозяйству еще. Небольшой участок осталось выкосить, убрать, затопить баню. Ну, отдохнуть, в общем. Так что попробуем еще одно место. Да, нет. И валим домой. Погода вообще красота. Все, опять наступило лето. Мне уже даже, если честно, жарко вот в этой одежде, то, что с утра оделся. С утра было прохладно. А сейчас все, красота. Ну, насекомых зато повылазило. Ладно, еще одна попытка. Что попытаем счастье еще здесь.
Тут вытекает ручеек с болота. И как бы бывает здесь иногда. Тем более с таким уровнем воды. Глубина есть, травка есть. Чисто теоретически окунь здесь должен быть. А что покажет на самом деле, сейчас мы это увидим. Первая проводка пустая. Но тут травы много. Посмотрим. Походу тоже никого нет. Походу нет. Есть-то может быть есть, не берут. Ладно, много. Долго стоять здесь не будем. Буквально забросу 10-15 и все. Ну вот еще одно место. Не знаю, рыбное, не рыбное, но попробуем. Вот еще одно шикарнейшее место. Устье реки. Впадает в Печору. Летом, когда вода маленькая, он пересыхает полностью. Здесь можно в калошах перейти его. А сейчас вот вода большая получается. И как бы есть место, где рыбе разгуляться. А что тут гуляет, сейчас мы это увидим. Друзья, была мощная поклевка. Походу это была щука. Но, к сожалению, сошла. Такая полторашечка, если не больше. Прямо вот здесь, вот возле травы. Так что поменяю твистер на воблер. И попробую еще раз. Может быть, что-нибудь получится. Приготовим подсак. Так, где наш донбасский воблер? Вот здесь. Раз 15, наверное, закинул. Поклевок не было. И вот здесь вот прямо возле травы был мощный выход. Резко потянуло и сход. Сейчас посмотрим. Если это щука, по идее воблер она должна схватить. Бесполезно. Еще 15 минут потерянного времени. Пробовал 2 воблера, 2 блесны. Бесполезно. Вот она показала, вот здесь она есть. Я знаю, что она здесь есть. Сейчас еще вертушку вот попробую. И все. Больше ничего пробовать не буду. Поедем дальше. Перекат тут есть. Можно перекат еще попробовать. Хариуса. Чем черт не шутит. Бывает так, что окунь, щука не клюет, язь. А на перекате нет, да есть поклевки. Так что, пожалуй, наверное, остановимся. Попытаем счастье на бомбарду. Мушку погоняем. Еле-еле нашел перекат. Все под водой, где обычно ловим. Здесь кочка такая. Вот единственное место, где более-менее похоже на перекат. Сейчас посмотрим. Сначала покидаю вертушку раз 10, допустим. Потом поменяю на бомбарду с мушкой. И попробую, чем черт не шутит. А вдруг? Всплеска вообще нету. Хариус. Такое ощущение, что его здесь нет. Но он, я так думаю, должен быть. Просто что-то день сегодня не клевый. Бесполезно. Перекат нам тоже ничего не дал. Покидал вертушку. Поставил бомбарду с мушкой. Бесполезно. Ни одного всплеска даже нигде нет. Просто игнор.
В общем, и здесь пусто. Так что не знаю, вот еще к дамбе сейчас прижмусь. Попробую окуня. Нет, так поедем домой. Коту белому одного хариуса, ага, окуня поймал и хватит. Ну, дело сдвинулось с мертвой точки. Вот такой вот небольшой окушок. Белый теперь точно доволен будет. 2 окуня ему уже как раз на ужин. Так что вот заехал вот такую заводюшку. Раз 5 закинул, и была поклевка. Попробуем. Ну, мне кажется, вот и все. Хватит на сегодня. Даже моему железному терпению пришел конец. Да, в принципе, если подождать до вечера, до захода солнца, в сумерках, может быть, и поклюет, скорее всего. Но у нас сегодня немного другие планы. Попробовали. Белому 2 окуня поймали, что теперь? Зато вон, грибы у нас сегодня будут на ужин. Грибы. Не рыба, так грибы. Не рыбалка, так грибалка. Все, хватит на сегодня. На улице потеплело, опять стало жарко. В общем, опять наступило лето. На сегодня все. Так вот прошел не день, можно сказать, а часа 4, наверное, все-таки мы потеряли. Ну, ничего страшного. Все это как бы по пути, так что все нормально. Наш сегодняшний улов — это вот жареха. На вечер с картошечкой будет, грибочки. И 2 окушка белому. Вот и все. Бывает и такая рыбалка. Ничего страшного. Следующая рыбалка будет по-любому веселее. Всем пока, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак. Лето на севере, наша редкая любовь.